Драка между подростками, которая произошла в прошлом году, переросла в настоящую вражду. В скандал были вовлечены и взрослые. Одним словом, все смешалось в многоэтажном доме в центре Бишкека. Жители жалуются на одного десятиклассника и его родителей. По их словам, их сын, трудный подросток, постоянно ругается со всеми и материт девочек во дворе. Другие мальчики со двора терпеть эти выходки не стали и объяснили ему, что так делать нельзя. Так, толкнул его. Даже вот душил. Вообще уже он домой пришел с порванными одеждами. Я у него спросил, что случилось. Он мне это просто с друзьями подрался. Как это, и они играли, подрался, и мне ничего не сказал. Все про это мы забыли. И 24 декабря звонит сын учится в военном лицее, и там с лицея звонят. И вот тут такой произошел, такой ЧП. Но тут в конфликт подростков вмешивается отец, бывший сотрудник милиции. Это как раз то скандальное видео. Руки опусти! Между тем, мама одной из девочек говорит, что сама не была свидетелем, но, как утверждают соседи, произошло такое вот недопонимание, как показано на видео. И в конце все извинились друг перед другом и мирно разошлись. Но в конце декабря отец Эрвина вновь поднял скандал по давнему инциденту. Написал заявление на мальчиков. Разобрались, в чем дело. Рустам тоже сураптыр вечером. Если, обзываться нельзя, ладно, я не поняла, кажется, эметшип, колалшип, вечером сурашип, и Алихан с Эльдером тоже просили прощения, и Руслан тоже. Руслан или Рустам, как там его. Отец Эрвина утверждает, что его сына избили, но другие подростки говорят, что не избивали Эрвина. Ударили пару раз, но не сильно. Конфликт возник из-за того, что 14-летний подросток систематически обижал девочек. Подростки просто поговорили и объяснили, что нельзя обижать девочек. Обнял, чтобы он не убежал, и после этого я ему в руку еще 2-3 раза ударил, да? Так, не сильно. Чтобы он успокоился, затем вот через неделю он позвал своего отца, его отец вышел, и вот произошло то, что на видео показано. Мать Эрвина, в свою очередь, жалуется на то, что сын пришел домой весь грязный и избитый, а отец пошел разбираться с теми мальчиками, но он не душил и не тронул даже пальцем, как показано на видео. 29 октября, ровно 3 месяца назад, 4 подростка избили моего сына, то есть нанесли ему телесные повреждения в области головы, живота, плечевых суставов и так далее, вследствие чего он получил сотрясение головного мозга, отлежал в больнице, 3-й детской больнице, прошел полное лечение, полное обследование, прошел кабинет психолога, невропатолога, также мы прошли судебно-медицинскую экспертизу, которая была назначена следователем Первомайского РУВД города Бишкек. Данный факт произошел 29 октября вот в нашем дворе, вот в этой вот беседке. Напомню, случай произошел в октябре месяце прошлого года. Но после того, как отец 16-летнего подростка написал заявление, ребят со двора уже вызвали в милицию. Их родители намереваются написать встречное заявление на бывшего правоохранителя. Точно неизвестно, был ли нападавший бывший милиционер пьяный или трезвый. Айжан Аманова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.